Забастовка рабочих с требованием о 8-часовом дне. И с тех пор уже в 1890 году уже стало за правилом выступление трудящихся за свои права. Вначале это были забастовки, а потом уже шествия. И с нами беседует Леонид Шибаев, руководитель исполкома партии «Единая Россия». Леонид, а все-таки вот для вашей партии что такое вот этот праздник? Ну, прежде всего, что касается сегодняшнего дня, надо заметить, что сама природа благоволит этому замечательному празднику. Сегодня, как видите, яркий солнечный день, и эти радостные лица трудящихся прекрасно дополняют этот праздник. Что этот праздник является для партии «Единая Россия», наверное, традиционно то же самое, что и для каждого жителя нашей страны. Ведь, пожалуй, наверное, только в нашей стране в таком объеме отмечается день именно трудящихся. И, конечно, соответственно, те 30 тысяч членов партии, которые состоят в Якутском региональном отделении, и те 10 тысяч сторонников партии, которые состоят в Якутском региональном отделении, это, как правило, активные члены общества. Это тоже работающие люди, пенсионеры и студенты, те, которые, как правило, занимают по большей части активную жизненную позицию, которые активно участвуют в экономике, в социальной сфере, ну и в других сферах нашей жизнедеятельности, нашего общества. Поэтому это все трудящиеся, это огромная часть и не самая, так скажем, неактивная, наоборот, наиболее активная часть. И мы, конечно, все, как увидели, сегодня 1500 членов партии, сторонников партии приняли участие в первомайской демонстрации. Мы всех поздравляем с этим праздником, желаем, чтобы это весеннее настроение передалось на очень длительное время, чтобы духа, чтобы рабочее настроение, чтобы вот именно это весеннее настроение сохранилось во всех, не только в этот замечательный день, но и в последующие дни. Леонид, я просто удивлен, как бы вы очень похожи на нашем празднике, на тот памятник, который сзади. И хотел бы узнать, смотрите, в этом году празднуется 129-й праздник, выступление трудящихся, не будем о забастовках говорить, о парадах. Будет ли на следующий год, будет 130-летие, будет ли круче, чем в этом году следующий парад 1 мая? Но мне кажется, что в принципе здесь, наверное, не стоит идти к какой-то соревновательности к тому, чтобы было каждый год больше, шире и лучше. Важно, чтобы это было, и важно, чтобы это было также вот с огромным желанием людей участвовать, а не то, что кто-то кого-то заставляет идти. Люди идут с радостью, люди идут с настроением, люди идут за настроением. Поэтому пусть вот эта главная составляющая этого праздника останется. А насколько он будет больше и шире, это уже пусть занимаются те, кто его организовывает. Спасибо. Спасибо, с праздником, дорогие друзья. Нарежешь что-нибудь. Правление не обязательно.